В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из Грозненского нефтяного технического университета, преподаватель Ибрагим Шабазов и студент Муслим Селихаджиев. Маршу Элши. Ибрагим, Да. я хотел бы задать вопрос, что вам больше всего нравится в вашей преподавательской деятельности? Я могу выделить два момента. Первый момент — это то, что ты постоянно встречаешь новых людей, которым можешь передать свои знания. И второе — это сама атмосфера вуза, где ты встречаешься с новыми поколениями обучающихся, и она не сравнится с другим местом работы, где ты постоянно работаешь в офисе, например. Муслим, а почему вы выбрали специальность, на которой вы сейчас обучаетесь? Мне, в принципе, нравится экономика, изучение подобной сферы. Госмуниципальное управление мне в основном понравилось по названию, и оно входит в сферу экономики. Ибрагим, и второй вопрос. По вашему мнению, какими качествами должен обладать преподаватель? Во-первых, первым качеством я могу выделить это психологическая уравновешенность. Ситуации бывают разные в преподавательской деятельности. И самое важное — это оставаться в покое. Второе — это хотеть обучать студентов. Наверное, вот эти два качества могу я выделить. Муслим, что больше всего нравится в ГГНТУ? В основном нравятся столовые и подобные места, И подобные места, которых немало, да? которых немало там. Ибрагим, Муслим, если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас три подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас две. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и право на ошибку, наверное. Согласен. И первый вопрос звучит так. Где раньше традиционно встречались юноша и девушка? У родника, в парке под цветущими деревьями, у костра на пикнике, на базаре? Интересный вариант — это в парке под цветущими деревьями, но раньше таких парков не было. На базаре встречаются за покупками, но никак не на свидание, так сказать. И, наверное, самый оптимальный вариант — это первый, и он, наверное, единственно правильный здесь. Да. Как ты думаешь? Я полностью согласен. По традиции юноша и девушка встречались у родника. Абсолютно верный ответ. Встречаясь там, они провозглашали свое стремление, чтобы их отношения были чистыми, как его воды. На свидании они не могли быть вдвоем. Юношу сопровождал друг, девушку подруга. Девушки всегда приходили на место встречи позже юношей, так как не было принято появляться первыми. Интересно. Второй вопрос. Что наносили на стены башен в древности? Фрески, мозаику, рельефные узоры, тамги и петроглифы. Вопрос, на самом деле, сложный. Но я фрески, сомневаюсь, что мозаику вряд ли в те времена делали на стенах. Фрески — это храмы, к храмам относятся. Скорее всего, вариант Д. ВНД, тамги и петроглиф. Петроглифы на башнях и склепах широко распространены. Если башня принадлежала семье, на ней обязательно были тамги. Их наносили на арочные камни дверных проемов или на стены фасада. Абсолютно верный ответ. Эти знаки могли включать изображение букв грузинского или греческого алфавита, стилизованные фигуры животных и различные символы, напоминающие о древности и силе семьи. Гости, покидая башню, часто оставляли изображения своих фамильных гербов на деревянных дверях, что было проявлением уважения к хозяевам и повышало их авторитет. Интересно. Третий вопрос. Почему в экстерьере башни мало использовали дерево, чтобы предотвратить возможность поджога, чтобы поддерживать архитектурный стиль, для увеличения долговечности, для предотвращения гниения? Все варианты звучат Логично. так сказать. Вариант Б не подходит. Вряд ли в те времена поддерживали архитектурный стиль. И, соответственно, Скорее всего, скорее чтобы всего, предотвратить вариант поджог. первый, да, так как нападения случались довольно часто, и в случае возгорания башню потушить было бы невозможно. Ответ А. Да. В отличие от специализированных фортификационных сооружений, жилые башни выполняли функцию жилья. Оборонительная функция была второстепенной. Тем не менее, учитывая опасность, угрожавшую жителям гор Средневековья, владельцы жилищ старались максимально использовать их оборонительные возможности. Поэтому в экстерьере башен мало использовали дерево, чтобы избежать возможности поджога. Это абсолютно верный ответ.
4 вопрос. Какое первоначальное название имел ГГНТУ имени Миллионщикова? Высший нефтяной техникум, нефтяной практический институт, Грозненский нефтяной институт, Грозненский нефтяной институт имени академика Миллионщикова. Ну, академик Миллионщиков сам был выпускником нефтяного института, поэтому вариант D сразу у нас отпадает. Насколько я помню, при открытии в 1920 году он не имел статус института, а назывался техникумом, и поэтому вариант А — высший нефтяной техникум. Ну, насколько я знаю, тоже институтом он изначально не являлся, скорее там колледж, там, техникум, и поэтому вариант А. Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как высший нефтяной техникум. Абсолютно верный ответ. В составе 8 отделений, 2 из которых являлись высшими. И в разные годы вуз имел различные названия. И все названия, которые у нас были приведены в ответах, они имели место быть. 5 вопрос. Какого института нет в ГГНТУ имени Миллионщикова? Института прикладной математики и компьютерных наук, Института прикладных информационных технологий, Института строительства, архитектуры и дизайна, Института цифровой экономики и технологического предпринимательства. Так как у нас двое здесь, я принадлежу Институту прикладных информационных технологий, а ты? Я к Институту цифровой экономики и технологического предпринимательства. Основной институт у нас, помимо самого нефтяной отрасли, это строительство. Соответственно, первый вариант А у нас отсутствует в ВУЗе. Нет такого института математики. Ответ А. В составе ГГНТУ имеется 1 факультет и 6 институтов, однако институтов прикладной математики и компьютерных наук среди них нет. 6 вопрос. Кого называли человеком из камня? Байсангура Биноевского, Шуайба Цинтароевского, шейха Мансура, Талхига Шалинского. Вариант. Насколько я помню, как мне рассказывали, как я читал, человеком из камня называли Байсангура Биноевского. Я думал выбрать, сначала взять подсказку, но если он точно уверен в этом, то я уверен. Я соглашусь с его вариантом. Байсангур Биноевский получил прозвище «Человек из камня» за свою неукротимую смелость. Он был полководцем наибом Биноевского общества и активным участником Кавказской войны, став национальным героем чеченского народа. 7 вопрос. Кто не занимал должность главы страны? Берса Шейх, Виса Атинаев, Бейбулат Таймиев, Шейх Мансур. Возьмем подсказку. Берс Шейх занимал, и Шейх Мансур тоже. Вот, вариант Б или С, вот это я не знаю. Можно 50 на 50? 50 на 50, да? Уберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается С и Д. С и Д. Бейбулат Таймиев. Кто не занимал? Ну, скорее всего, я склоняюсь к ответу Бейбулат Таймиев, к варианту С. К варианту С. Что думаешь? А вот теперь я не... Ты склонялся к Шейх Мансуру. Да. Шейх Мансур был герой войны, но я не думаю, что он занимал должность мягко. Давай право на ошибку. Давай, право на ошибку. Право на ошибку и ваш ответ? Вариант Д. Шейх Мансур. Муслим, ты согласен? Он доверюсь старшему коллеге, так сказать. В должности Мехда не был Шейх Мансур. Абсолютно верный ответ, хотя он является выдающейся личностью, военным, политическим и религиозным деятелем, проповедником и военачальником. Он стал первым имамом Северного Кавказа, предводителем народно-освободительного движения горцев и национальным героем чеченского народа, который за короткий срок добился значительных успехов в военной, политической и религиозной сферах. А также хотел бы кратко упомянуть других наших героев. Берса Шейх жил с 1561 по 1623 год и был важной фигурой в исламизации чеченцев. Он стал одним из первых исламских проповедников в нашем регионе. Когда Виса Атинаев был назначен главой страны, ему досталась раздробленная территория, раздираемая внутренними конфликтами и окруженная врагами, которые ждали удобного момента для атаки.
И к 1825 году Байбулат Таймиев смог объединить большую часть страны под своей властью. Народное собрание избрало его старейшиной всей Чечни с титулом Мехкда, наделив правом назначать и смещать старшин. 8 вопрос. Какая сура Корана венчает главный купол мечети «Сердце Чечни»? Первая сура Аль-Фатиха, 35-я сура Фатир, 86-я сура Ат-Тарик, 112-я сура Аль-Ихляс. Сложный вопрос. Но я, скорее всего, уверен, что Б и С отпадают. И склоняешься к варианту Д, да? Скорее к Д склоняюсь. Но также я все еще не уверен. Почему отпадают Б и Д, Б и С? Ну, и потому что я помню, как это было, конечно, давно, но вроде как обсуждали у нас на уроке в 10 классе, как конкретно про сердце Чечни. Там как раз таки упоминалось, что на куполе, так сказать, такие суры, но я все еще не уверен, какие из этих двух. Но интуиция подсказывает, что точно не Фатир и Ат-Тарик. Но до его ответа я склонялся к варианту С и Д. Общезнаменатель у нас получается это Д, да? Ну, сложно, на самом деле. Подсказок у нас уже больше нет. Так, сейчас. Полностью доверюсь вам. Всю Вариант. ответственность перекидываешь. Да? Неправда. Так нечестно. Больше уважения к старшим. Вариант С, может. Ты уверен, что Я вариант не С уверен, отпадает? в том-то и дело. А то ты так уверен об этом заявлял. А я просто давно уже не был там. У нас просто рядом построили прекрасную мечеть по-жуковскую. Я чаще туда хожу. Вариант Д или С? Рискнем? На какой? Или Да? все-таки С? Давай на С. На С? Хорошо, выбираем вариант С. Ответ С? Ответ Это С. окончательный ответ? Да. Муслим? Да, так и быть. Аяты из Корана искусно вплетены в архитектурное убранство мечети. Свод главного купола венчает сура 112 Аль-Ихляс, очищение веры, которая переводится как, цитата, «Он Аллах единый, Аллах вечный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему». Ну, вы были близки к правильному ответу на самом деле, но тем не менее, 8 вопрос – это блестящий результат. Всегда надо стремиться к максимально хорошему результату, но я доволен нашим опытом. Но человек априори не может знать все. Да. Вопросы очень интересные. Все они связаны с нашей культурой и нашей историей. Дополнить могу тем, что мне тоже понравилась эта передача, и очень понравилось, что под конец попался вопрос про религиозную тему, где я благополучно ошибся. Но ты был близок, Да, я был на близок. самом деле. Да. Ибрагим Муслим, я рад, что вы приняли приглашение, пришли, горд, что вы дошли до 8 вопроса. Это блестящий результат, я вас поздравляю. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикел Машаев.